прямом эфире «Чеченских вестей» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 12 февраля. Обмен практиками. Мы тоже будем смотреть, перенимать опыт, делать у себя так же красиво. Участники форума «Малая Родина. Сила России» побывали на главных строительных площадках Грозного. Как оценивают делегаты чеченский опыт? Безопасность начинается с подготовки. Система радиоэлектронной борьбы включает в себя отражение атаки любого летательного аппарата. Масштабные учения провели росгвардейцы с применением БПЛА и артиллерии. Как справились с поставленными задачами? Доблесть и отвага. Луиза Киндарова поделится историей одного из героев нашего времени, Артура Мацаева. В рамках второго дня Всероссийского муниципального форума делегаты всех муниципальных образований страны посетили главные столичные строительные площадки. А Грозному есть что показать. Грандиозный проект «Новый район» имени Владимира Путина впечатляет даже на уровне страны. Возводится 150 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 100 тысяч человек. Какие еще объекты показали участникам, поделится Валентина Гусевская. Первый день Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» запомнился панельными сессиями, мастерскими и круглыми столами. Грозный стал площадкой направления «Комфортное жилье». Участники также посетили обзорную экскурсию по строительным объектам. Новый микрорайон имени Владимира Путина начали строить год назад. Жилая площадь составит 2 миллиона квадратных метров. Такой срок стройки, количество жителей порядка 100 тысяч, конечно, удивляет. Таких масштабов, не знаю, разве что мегаполисы могут похвастаться таким объемом. Оценить масштаб делегаты смогли на смотровой площадке. Здесь на макете расположены все 150 жилых зданий и инфраструктура. Дома в арабском стиле планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года. Этот пешеходный бульвар заканчивается мечетью на холме. Мы сейчас находимся с вами где-то порядка 35-40 метров над уровнем всего района. Это будет самая высокая точка. Активное строительство ведется и в новом коттеджном поселке. Еще 3 недели назад на их месте было поле. Залог скорости – работа в дневную и ночную смены. Финансирует проект региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ведутся по всем направлениям вообще строительным работы. Видите, кровля возводится, стены, перекрытие, монолитная часть. Параллельно водоснабжение. На территории построят 33 дома, в каждом по 7 двухэтажных квартир с индивидуальным входом. Строительство осуществляется поэтапно. Пока одни дома находятся на стадии возведения, другие уже сданы в эксплуатацию. Первые коттеджи были построены всего за 3 месяца. Сейчас в них живут беженцы из Палестины. Квартиры предоставят малоимущим семьям и переселенцам из аварийного жилья. Участники для себя отметили новые подходы к строительству. Мы же смотрим на то, чтобы посмотреть, то, что применить на своей территории. Мне понравилась очень подсветка. Она здесь теплая, она здесь такая приятная. Подсветка архитектурная домов, зданий, социальных объектов. Удивились гости и скорости строительства нового поселка. 73 жилых дома с отделкой построили за 1,5 месяца. Их предоставили малообеспеченным семьям и участникам специальной военной операции. Новые владельцы до сих пор вспоминают день, когда их жизнь полностью изменилась. Мы снимали квартиру, но после гибели мужа нам предоставили этот дом. Нам сам Рамзан Ахватович подарил этот дом, приезжал, ключи, документы. Мы были очень рады. Поражает и стоимость 1 квадратного метра – 33 тысячи рублей. Материалы использовали местного производства. Все стройки, которые мы сейчас смотрим, они таковы, они быстрые, они чистые, они красивые, хороший, удивительный результат. Где угодно можно построить домик, где угодно можно построить таунхаус, где угодно можно построить в конечном итоге большой район. Но как сделать это быстро и экономично, вот это вопрос. И вот эту вещь, собственно говоря, имело бы смысл стремиться перенять везде. Для желающих жить в ритме большого города в центре Грозного строят элитный жилой комплекс по новой технологии сейсмоустойчивости.
Вы видите, внизу там кинематические опоры. Здание покоится на вот этих опорах. И во время сейсмических движений грунта здание проходит движение. Значит, когда срабатывает вот эта система, происходит сейсмоизолирующий эффект, происходит снижение нагрузок. Значит, впервые внедрен такой проект, такой этажности на территории России. Как отметили участники, опыт строительства в Чеченской Республике может быть значимым для всей России. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Сайцели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Чеченское отделение «Единой России» провело тысячи мероприятий с участием 70 тысяч активистов и сторонников. Сегодня они подвели итоги работы за 2024 год в рамках регионального политического совета. Также обновили координаторов федеральных партийных проектов и вручили билеты новым членам. Чеченское отделение входит в топ-10 лучших среди субъектов. Репортаж Мадины Нусалчиевой. В заседании регионального политического совета Чеченского отделения партии «Единая Россия» приняли участие руководители региональных органов власти, секретари местных отделений, представители регионального совета, сторонников «Единой России» и «Молодая гвардия». Встреча прошла в стенах Чеченского государственного педагогического университета. В ходе встречи планируется подвести итоги деятельности регионального отделения за 2024 год, обновить список координаторов федеральных проектов, а также провести вручение партийных билетов новоизбранным членам «Единой России». На сегодняшний день в регионе насчитывается почти 110 тысяч единороссов, отметил в своей речи заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности, помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В текущем году перед нами точно так же стоят амбициозные задачи, амбициозные цели, предстоит много работы. 22 партийных проекта нам необходимо реализовать в этом году. Каждый проект имеет свои целевые показатели, которые необходимо достигать. Кроме того, как Адлан отметил, текущий год объявлен годом муниципального депутата, которого у нас в республике более 2500 человек. И нам необходимо приложить усилия, чтобы популяризировать деятельность муниципальных депутатов, в том числе и посредством средств массовой информации Чеченской Республики. Уже на протяжении 5 лет Чеченское региональное отделение партии лидирует по показателям качества и срока реализации как региональных, так и федеральных проектов. Те вызовы времени, с которыми сталкивается непосредственно наша страна, с этими вызовами времени, чтобы справляться и преодолевать их, необходима именно такая командная, сплоченная активность, которую мы сегодня наблюдаем непосредственно в деятельности партии. Тут можно говорить не только о законотворчестве, но и многих разных направлениях. Партийные проекты «Единой России» будут иметь не только электоральные задачи, их реализация должна быть заметной для жителей страны. Этим объясняется проведенное на декабрьском съезде структурирование партпроектов. Их число скорректировано несущественно. Вместо 23 партпроектов теперь 22. Но изменился сам формат проектов. Теперь у каждого проекта есть новое описание, собственный бюджет и индивидуальные и цифровые показатели, которые должны быть достигнуты к его завершению перед выборами в Государственную Думу в 2026 году. Проекты должны позитивно повлиять на экономику страны, на социальную сферу, заметно улучшить условия жизни людей. «Единая Россия» внесла 39 новых положений в народную программу, которая теперь состоит из 389 пунктов. Специальный раздел посвящен поддержке участников СВО, поделился Адлан Динаев. Россия и Чеченской Республики тесно взаимодействуют с населением, с избирателями и регулярно проводят общественно-политические, культурно-массовые, спортивные и благотворительные мероприятия с гражданами республики в разных возрастных категориях. В марте 2024 года, как мы все знаем, прошли выборы президента Российской Федерации, по итогам которых убедительную победу одержал Владимир Владимирович Путин. Чеченская Республика приняла самое активное участие в этой избирательной кампании. В рамках подготовки к выборам в республике был создан региональный избирательный штаб кандидата президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в состав которого вошли все сотрудники регионального исполнительного комитета Чеченского отделения партии «Единая Россия» и другие наши однопартийцы и соратники. Благодаря призыву главы Чеченской Республики, Героя России, члена Высшего Совета партии «Единая Россия», жители республики приняли самое активное участие в голосовании. Явка избирателей составила более 97%.
В завершении встречи особо отличившимся в работе сотрудникам были вручены благодарственные письма. Также Ахмед Дудаев передал партийные билеты новоизбранным членам регионального отделения «Единой России». Это было неожиданно, эмоции просто не передать. Чеченское региональное отделение партии «Единая Россия» зарегистрировано в 2002 году, и за 23 года оно проделало колоссальную работу в республике. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская республика. В региональном управлении Росгвардии состоялось торжественное мероприятие по случаю 56-й годовщины подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. Руководитель Шарип Делимханов поздравил сотрудников, отметив их профессионализм и самоотдачу. В ходе мероприятия провели церемонию награждения, где лучшим росгвардейцам и представителям МВД вручили нагрудные знаки, медали и почетные грамоты. Шарип Делимханов выразил благодарность главе Рамзану Кадырову за поддержку сотрудников правоохранительных органов и внимание семьям погибших. Работа операторов беспилотных летательных аппаратов против систем радиоэлектронной борьбы, разведка и обнаружение целей с помощью БПЛА и FPV-дронов и поражение позиций противника с использованием систем сброса. Эти задачи были поставлены перед росгвардейцами в ходе масштабных учений. В них участвовали командиры и военнослужащие всех подразделений Чеченского управления Росгвардии. Репортаж Турпалали Тайсумова. Оттачивание навыков управления беспилотными летательными аппаратами, а также защита от них. Учения Росгвардии по поручению начальника управления ведомства Шарипа Делимханова прошли на специальном полигоне. Участие в них приняли военнослужащие различных подразделений и батальонов. Тренировка включает в себя все современные элементы ведения боя, используемые в реальных боевых действиях. вообще проблемы, что да, свои латуш, Среди отрабатываемых задач – работа операторов беспилотных летательных аппаратов против системы радиоэлектронной борьбы. Их задача – атаковать противника, минуя его попытки увести дрон с цели, не давая сбросить бомбу. Рэп-станция шукаев, основной машины, вишта, массуки, парпушк, шукадегю, основной. Хатха задача иш преодолеть дарду, цель задача тошент эцадахкетаду. Сборка аппарата осуществляется прямо на полигоне, и затем происходит запуск. Чтобы поразить цель, нужны точные координаты. Командиры подразделений Росгвардии на месте убедились в эффективности слаженной работы, как атакующих, так и защищающихся отрядов. Система радиоэлектронной борьбы включает в себя отражение атаки любого летательного аппарата. Ситуация аналогична реальной. Дрон летает на высоте примерно в 100 метров, а оператор находится в 2 километрах от места атаки. Еще одним этапом учений стало поражение цели с помощью FPV-дрона. В этом задании также сборка и установка снаряда проводится непосредственно перед взлетом, а детонация осуществляется при попадании в цель. Сейчас реалии такие, что именно все работают БПЛА, то есть беспилотный летательный аппарат, будет это Мавики, будет это FPV. Совместные учения на данный момент очень эффективны, каждый раз делаются. Совместные тактические учения – это эффективный способ на практике улучшить полученные военные навыки солдат. Вне зависимости от сложности задач, чем больше практики на полигонах, тем проще одержать победу на поле боя. Наши подразделения доказывают это, уверенно противостоя недругам. Турпалали Тайсумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. В Краснолиманском направлении группа «Шрама» спецназа «Ахмат» успешно провела боевую операцию в сотрудничестве с союзными подразделениями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Под точной корректировкой операторов БПЛА бойцы нанесли прицельный артиллерийский удар с гаубичной установки Д-30 по укрепленному опорному пункту противника, уничтожив личный состав противника и выведя из строя дорогостоящее оборудование. Политик отметил отличную работу и высокую эффективность взаимодействия подразделений. Символ мужества, благородства, сердца и великой души Артур Мацаев навсегда останется в памяти тех, кто знал его. Он подписал контракт на военную службу в 2006 году, полной решимости и готовности защитить Родину. Но судьба бывает безжалостной. Артур пал в бою в зоне СВО, защищая страну и высокие идеалы, в которые искренне верил. Луиза Киндарова, героя нашего времени.
жизни каждого из нас есть моменты, которые остаются в памяти навсегда. И одно из таких мгновений стало последним видео Артура Мацаева, который перед отъездом в зону СВО нежно обнимает свою маленькую дочь Халиму и говорит: «Пусть Всевышний оберегает тебя. Я вас всех очень люблю». Эти слова звучат в последний раз, которые никогда не будут забыты. Каждый день мы наслаждаемся этим миром, радуемся нашим успехам, смеемся и даже не задумываемся о том, сколько жизней было отдано за это светлое будущее и спокойствие нашей страны, сколько молодых, красивых и храбрых бойцов осталось в памяти, чья смелость и преданность Родине стали примером для многих. Артур Мацаев – имя героя, которое будет жить в сердцах тех, кто знал его, и тех, кто услышит эту историю. Артур Мацаев родился 10 июля 1983 году в городе Аргун, а в 2001 году он окончил неполную среднюю школу в станице Гребенская Шелковского района, а в 2006 году был призван на короткосрочную военную службу. Через 3 месяца Артур заключил военный контракт в 248-м отдельно специальном моторизованном батальоне «Север». На тот момент это одно из первых подразделений, которое было легализовано приказом министра внутренних дел Российской Федерации, а позже переименовано в 141-й специальный моторизованный полк имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это были тяжелые годы, когда чеченский народ боролся с терроризмом, пытаясь возродиться из пепла, а молодые ребята, как Артур Мацаев, становились в ряды военнослужащих, чтобы защитить свою родину и установить порядок в республике. Это было самое тяжелое время для всего чеченского народа. Мы молодые ребята, которые не имели представления об армейской жизни, которые никогда в руках не держали оружие, стали в ряды военнослужащих. До сих пор помню, как на месте этих красивых казарм были установлены военные палатки, в которых мы с Артуром размещались. Было очень тяжело, но у всех было одно лишь желание – быть полезным своему народу и защищать свою родину. На этом же пути я и познакомился с Артуром Мацаевым. С первых же дней нашего знакомства я увидел в нем честность, ответственность и его мужественный характер. В какой бы сложной ситуации мы ни находились, он никогда не показывал свое недовольствие. Он мог шутить, поддержать, где нужно, и был человеком слова, хорошим советчиком, другом, семьянином и, самым главным, смелым бойцом. За многие годы своей службы Артур Мацаев проявил невероятное мужество, участвуя в самых опасных спецоперациях и в горячих точках, включая миссии в Сирии и в зоне СВО. Он был человеком, который не боялся рисковать своей жизнью ради безопасности других. Когда мы были в Сирии, на СВО, это были горячие точки, сложные места, где каждый из нас рисковал своей жизнью. Именно этот тяжелый, опасный период Артур Мацаев проявил себя храбро, находил общий язык с любыми из нас, помогал раненым. Даже под сильным бомбежек он обстрелом мог пойти даже спасти маленькую котенка, любого животного даже. Настолько он был бесстрашным, смелым бойцом. Про него можно много чего рассказать, как так я его знаю давно. Был религиозный парень, семейный, он любил, уважал свою работу, не суждено было ему. Да помилуй Всевышний Аллах его. Шишани, перевод с арабского языка чеченец, это позывной Артура Мацаева. Он был не просто воином, а настоящим человеком слова, который всегда выполнял свои обещания и стоял на защите Родины в самые тяжелые времена. Это и послужило тому, что его назначили командиром роты войсковой части 95-344 Министерства обороны Российской Федерации. С первых же дней начала СВО Артур и его рота принимали участие в тяжелых миссиях. Несмотря на сложности, с которыми сталкивались бойцы, Артур всегда оставался оптимистом. Он умел поддерживать дух своих товарищей, вдохновляя их на подвиги и уверенность в своих силах. Артур всегда проявлял заботу о своих подчиненных.
Он умел поддерживать, вдохновлять, даже когда обстановка была крайне сложной. Под его руководством ребята могли преодолеть любые трудности. Он не только командовал, но и был рядом с ними в самые трудные моменты. Помню один случай, когда они были на передовой, у них закончилась еда, нельзя было светиться. Тогда Артур, никому ничего не сказав, рискуя жизнью, выехал один на машине, не включая свет, в другое село, закупил целый багажник еды и приехал к бойцам. Вот таким смелым и отважным был командир Артур Мацаев. В этом полку прошла вся молодость Артура. Он любил это место как свой родной дом и перед смертью даже успел посадить дерево, на котором уже этой весной зацветет вишня. Dina büsna ditin zavallılar son ditin dikomş. Hoş diç düçene bas yoğan ersoş düçene. Hoş adüş do şu hinzin. Hoş kigidu hoş nahene aldık yerdoş naşavel çişin değil bizman dur do eşer belde şoruş. Şaş sain düş doş boş iş dişler tuar diç din liloşlar idaval su خيتوش أسبوع قليل دورج يدعوال جودة صباح وجن أسا سواتشن بسنا وشا خيتو كيرتو دير خادو ديزجاه وما هادوش إيش تن بيزمن إيش ترس حلقي وشلو ده المهم إيش دقنا وصلوا المهم. Наша съемочная группа сегодня приехала к семье Артура Мацаева, чтобы почтить память храброго воина, который отдал 18 лет своей жизни, защищая Родину и Отечество. Семья Артура встретила нас с теплотой и открытостью. Его мама с гордостью делится воспоминаниями о своем единственном сыне. Съемочная группа запечатлила трогательные моменты, когда женщина показывает его фотографии. В ее глазах блестят слезы, полные любви и печали. Неделю чуамол деши тур моссуна хабулбой. إباش حافظ ديش بغيتن إبوسو بنينجو ديش ورق زلو شور سيوغا إشت سوشينان يولشا إتعولش سو چوع أهت بيسيوغ سونت إقاح چوما داتي أسخيستو شتوشم دات بدلعناقن مسانا ويش لولح سكنت داعيان دعم تسويل نسو قمالدك صدق چوعدو دال ديق البوهلوش دال فردوس يوسمني без عيشي خلقش مصنين كان دال ديق الوالق. Сколько бы бед ни постигала чеченскую женщину, она всегда оставалась стойкой, не позволяя трудностям сломить себя. Так и супруга Артура продолжает идти вперед, несмотря на все испытания, которые выпали на ее долю. Зная, что традиции требуют сдержанности, Мадина, немного смущаясь, решила сказать несколько слов о своем муже Артуре. Ее голос был полон уважения. شين تعخلها شات أمينامون قبل بيشون إلي دائما كيش خل يشون مصم ويقومن يشتغل كل قوديش محتو يخش شا أرتبط نيس داتي دائما نيخ يرتا دور داتش شو كيرتا دور دو وكيش خل يزعلي مصم أنا شات يا حاسس يتنو شا دائما حال غنون على هرتوسي ساشيل قابي أرتخد يدعم هالوقال دا لازت قبل دلتي. Вспоминая Артура Мацаева, его друзья часто говорят о том, как он умел создавать атмосферу уюта и доверия. Его искренний интерес к жизни других людей делал каждую встречу особенной. Даже в самые трудные времена он находил силы, чтобы улыбнуться и поддержать своих друзей. Артур был добрым, безотказным, настоящим мусульманином, который чтил адаты и традиции нашего народа. Его вера была не просто словами, а образом жизни. Сегодня мне очень трудно вспоминать его. Мы дружили с детства. Он был один из лучших моих друзей. Он был очень добрым, был готов помочь. Его потеря для нас очень тяжелая.
У Артура осталось 4 детей, и каждое прощание с ними было для него особенным моментом, наполненным любовью и нежностью. Он старался сделать каждую встречу запоминающейся, оставляя в сердцах своих детей частичку себя. А в последнем голосовом сообщении, которое Артур прислал своему сыну, звучали слова, полные глубокой веры и заботы. «Если мне суждено, я вернусь живым, но если нет, то это будет воля Всевышнего». Последние слова Артура стали для его детей источником силы и утешения в трудные времена. Они понимают, что даже если их отца не будет рядом, его любовь и память всегда будут с ними, поддерживая их на протяжении всей жизни. Ну а маленькая Халима, нежно обнимая, держит фото своего отца. Ее маленькое и хрупкое сердце пока не знает, что его больше нет, и что она является дочерью, у которой папа герой. Луиза Киндарова, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Мастер пера, человек с большой буквы и голос правды. В Грозном состоялся вечер памяти журналиста Тамары Юнусовой, приуроченный к 70-летию со дня ее рождения. В Национальной библиотеке собрались родные, друзья и коллеги, чтобы отдать дань уважения ее памяти. Она ушла в праведный мир в 2019 году. Лимда Джамалдинова, человеке, который воспринимал любую трагедию как личную. Тамара Юнусова была не просто журналистом, а настоящим маяком света в темные времена истории для Чеченской Республики. Ее статьи, наполненные правдой и состраданием, стали голосом народа. Вечер, приуроченный к 70-й годовщине со дня рождения писательницы, собрал родственников, друзей и коллег, которые пришли отдать дань уважения выдающейся личности. В ходе мероприятия звучали теплые слова о Тамаре Юнусовой, как о мужественной и мудрой женщине, талантливой журналистке и человеке с добрым сердцем. Присутствующие делились историями о том, как ее работа вдохновила и поддержала многих. Она стала своеобразным символом стойкости и преданности своему делу. Особое внимание уделялось ее вкладу в развитие молодежной журналистики, где она смогла открыть двери для многих начинающих авторов, вдохновляя их на создание качественного контента. Родственники выразили благодарность за организацию такого события. Она была удивительным, уникальным человеком, профессиональным человеком. Ее таланты уже проявлялись с самой юности. Она увлекалась совершенно разными областями, несмотря на то, что она была журналистом. Это такие области, как медицина, философия, психология. Это был очень талантливый человек, к которому можно было прийти за советом. Очень любила свою работу и считала, что журналисты должны быть правдивыми людьми. Каждая статья должна увидеть свет, если она проникла в душу человека. В завершении присутствующие выразили друг другу надежду, что идеи, ценности Тамары будут жить и процветать в будущих поколениях. Этот вечер стал не только памятью о выдающейся личности, но и напоминанием о важности сохранения ее наследия в сердцах людей, которые ее знали и любили. Лимда Джамалдинова, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Те, кто, глядя на юмористические программы, думают, что могут смешнее, сегодня собрались в Грозненском нефтяном университете. Там начала свою работу школа КВН. Ее главная цель – научить ребят шутить умело и весело, а также отобрать талантливых и остроумных участников для сборной вуза. Помогают тем, кто уверен в своем отменном чувстве юмора и стильной подаче, опытные КВНщики. Как развивают чувство юмора, узнавала Медина Мударова. КВН – это не только веселое времяпровождение, но и настоящая школа жизни. А в этом процессе важно уметь создавать качественный юмористический контент, работать в команде и уверенно держаться на сцене. Об этом студентам Грозненского государственного нефтяного технического университета рассказали на мастер-классе. Первая в Чеченской Республике школа КВН стартовала на базе нефтяного университета. Это место, где студентам помогают испытать себя во всевозможных творческих ролях и найти то, что больше всего им по душе. Среди приглашенных гостей ветераны чеченского юмора, те, кто стоял у истоков этого направления в нашем регионе. Они рассказали о тонкостях работы в клубе веселых и находчивых.
максимально выжимать, да, чтобы вы вообще творчество, интерес больше. Сцену, обкатки, вы должны привыкать на сцене, да, даже элементарно, когда мы выступали, бывали шутки, танцевали, играли, на сцене. Любые команды, я за кулисами, по сцене, завтра, 800, 500, все, результат, интересно, что читайте, разговаривайте, Среди наставников и представители сети магазинов Си-4, в прошлом участники КВН. Они рассказали об истории создания своей команды и перспективах работы. Разумеется, да, понимать аудиторию, знать. То есть, к примеру, может быть так, что то, что здесь смешно, то, что смешно чеченскому зрителю, абсолютно не смешно и непонятно русскоязычному зрителю. И наоборот. Поэтому не думайте, что КВН это просто какая вышла сцена, о чем все пошли. Опять-таки, хотелось бы ссылаясь к тому моменту, который я сказал, люди думают, что если КВНчик, где-то на улице увидели, в каком-то ролике, он был, давайте подойдем к нему, Историями и рассказами встреча не обошлась. Студентам показали наглядную схему, где показан предстоящий процесс работы. Школа начала свою деятельность в рамках исполнения поручений главы Чеченской Республики по активизации межвузовских мероприятий и фестиваля КВН. У нас в нефтяном университете с 2009 года была лига нефтяного университета, и в этом году мы решили ее тоже возобновить. И для того, чтобы возобновить эту лигу, нам сперва нужно, сказать так, современным языком прокачать наших студентов, найти креативных, более смышленых, и не только в плане юмора, но и в плане того, что они должны писать сценарии, готовить само мероприятие, и мы эту школу создали специально для этого. Магомед Кантаев, студент Института цифровой экономики и технологического предпринимательства ГГНТУ, остался под массой впечатлений от лекции. Он получил ответы на все свои вопросы и вместе со своей командой планирует дальше развиваться в этой сфере. Мне это очень понравилось. Они интересно все так рассказали, что это очень перспективное направление, на мой взгляд, и как минимум хоть каких-то успехов по-любому ты там добьешься. Дальнейшие планы, это, думаю, там сначала пройти эту школу, если получится, и если заметят, и дальше пойти вместе выше. Обучение будет проходить 2 недели. В школе КВН могут принять участие все, кто хочет заявить о себе и готов стать частью будущей нефтяной лиги. Медина Мударова, Лисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.